никакие референдумы, выборы под оккупированные врагом не могут производиться без, по крайней мере, решения того государства, кому принадлежат эти территории. И поэтому любые их действия на этих территориях считаются нелегитимными, нарушением всех международных норм. С другой стороны, я бы предложил России такой вариант, что, допустим, силы НАТО совместно с украинскими военными силами оккупируют страны Кавказа, Татарстан, Башкортостан и прочие республики, и, введя там вооруженные силы, начнут действия по проведению референдума или выборов. Что из этого получится? Россия останется с Москвой и с Ленинградом. Россия не пойдет к ним. Поэтому это пример того, что в этих странах, в этих республиках накопилось большое недовольство российским управлением. А в примере с Крымом они нарушение всех норм провели именно под воздействием оккупированных войск российских. Я в 2014 году присутствовал при референдуме, я видел у людей страх. Они испугали, они сначала напугали весь крымский народ, извините, неправильное выражение, жителей Крыма. Они массированно запугивали крымских татар, но, однако, все равно нашлись много смелости у людей и у жителей Крыма, и крымских татар не участвовать на этом референдуме, и их показатели были просто надутые. А сегодня, рассматривается, когда вопрос ЕСПЧ по иску Украины против России, мы видим, как Россия старается привести различные доказательства своей лояльности к жителям Крыма, своей лояльности к крымско-татарскому народу. Вот я буквально вчера они провели выставку крымско-татарской книги, и они анонсируют, что это впервые за 20 лет такая выставка и так далее. Я 100% уверен, что эту выставку подготовили пропагандисты Кремля, именно к какой-то дате приурочили, именно к слушанию в ЕСПЧ о нарушении прав человека и показали эту картинку благополучия. Я скажу, что эта картинка фактически дело с нашим языком в школах, изучением, оно находится крайне на низком уровне.